Доброго воскресного вечера. На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Есть спрос, мы нашли предложение. Инстаграм-аккаунт предлагает мне купить официальную бумажку с отметкой в госуслугах всего лишь за 10 тысяч. Новый вид мошенничества – вакцинация без укола. Это может повлечь за собой лишение свободы до 1 года. Фигурантами уголовного дела могут стать и продавцы, и покупатели. В реанимации справка не спасет. С язвами, грязные и голодные. Вам здесь плохо, что ли? Вы аж плачете. Плохо вам здесь? Частный пансионат долголетия закрыли из-за нарушений безопасности. Я уже сразу признавалась. Не было такого, чтобы я не признавалась. Между тем, бизнесвумен, по вине которой в пожаре заживо сгорели 11 стариков в подобном изоляторе, вынесли приговор. Вы в Кириллу зашли? Да, в Кириллу прямо, никуда не сворачивай. Пьяный, с детьми, без кресел, еще и стримером в салоне. Ранее вы попадались, да? Да, пьяный сел за руль. Массовый рейд по выявлению нетрезвых за рулем. Погоня, опасные переговоры. Я тебе сейчас один раз ты умрешь. Понял, нет? Еще 167 водителей пойдут под суд. Друг, который не бросит. Это может быть сигналом к тому, что у ребенка попросту нет друзей. Спасая животных, спасаем детей. В Уфе запускают проект, который поможет подросткам и бездомным собакам. Ради Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в 26 муниципалитетах из-за засухи. Чрезвычайная ситуация введена в связи с массовой почвенной и атмосферной засухой, а также суховеями и гибелью посевов сельскохозяйственных культур. Предварительный ущерб оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Пострадали свыше 350 хозяйств, выгорели на солнце более 300 тысяч гектаров посевов. Особый режим будет действовать до 28 июля сразу в 25 районах республики и в городе Кумертау. Еще около 150 тысяч вакцин от коронавируса поступило на этой неделе в Башкортостан. В республике расширили возможности для тех, кто хочет сделать прививку. В Уфе в здании Конгресс-холла открылся самый большой пункт вакцинации в Поволжье. Принять могут до 1500 человек за смену. А привившиеся там участвуют в розыгрыше путевок в санатории республики. Они рассчитаны на 2 недели отдыха. Еще одно новшество – садоводы смогут привиться, не уезжая далеко от своих дачных участков. По заявлениям председателей садовых товариществ на место прибывают мобильные пункты. О том, как вакцинация становится массовой, знает Екатерина Тимиряева. До первого хоккейного матча Салавата Юлаева чуть больше 2 месяцев. Физическая форма не набрана, но самое время, чтобы сделать вакцинацию. На этой неделе спортсмены, персонал и тренерский штаб команд «Тарос», «Толпар» и «Женская Агидели» тоже прошли первый этап вакцинации. Привились от коронавируса. Заранее, тем более еще, пока не набрав определенную физическую форму, потому что, сами знаете, после вакцины может там подняться температура, может заболеть и тому подобное. Пока не набрал физическую форму, в принципе, лучше сделать сейчас переболеть там, допустим, да, и потом уже, скажем, открыто и тренироваться начать. А это самый большой мобильный пункт вакцинации в Поволжье, который расположен в Уфе в Конгресс-холле на 0-м этаже. Вход со стороны Заки-Валиди. Попасть сюда может любой желающий. Уфимец Тимур Мингазов пришел одним из первых. Такая болезнь по всему миру. Каждый должен быть ответственным. Мы не одни, не каждый сам за себя. Это общая борьба. Поэтому надо поддерживать весь мир, страну. Зульфия Ярыева узнала о пункте вакцинации в Конгресс-холле в Уфе по телевизору и тоже пришла пораньше, чтобы сделать прививку. Ожидала увидеть очереди, но все оказалось проще и комфортнее. Очень удобно, тем более большое помещение. И тут народу очереди нету. Пришел спокойно, сделал, ушел. Ну что я думаю, что надо вакцинироваться, чтобы не заболеть. И на отдых надо лететь. Поэтому нужно вакцинироваться, без этого никак. Сюда приходят не только по одному, а даже целыми коллективами. Волонтеры помогают пройти по маршруту. Перед инъекцией вакцины тщательный медосмотр у врача. При необходимости количество бригад может быть увеличено. На вакцинацию сюда можно прийти без предварительной записи. Медики работают посменно по 6 часов. Пункт вакцинации работает 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Рассчитан на прием до 1500 человек в день. Ежедневно будет в 2 смены работать 20 врачей.
20 бригад врачебно-сестринских. Среди тех, кто сделает прививку, в самом крупном в Поволжье пункте вакцинации разыграют 86 двухнедельных путевок в санатории Башкортостана. Конкурс продлится с 14 июля по 28 августа. Участникам выдают флаеры с уникальным кодом, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа». Там же можно узнать все подробности о том, как будет определяться победитель. Самоизоляция надоела уже. Ни в город, никуда. Георгий Ряхин последние полгода проживает с супругой на Демском кордоне. Говорит, не знал, куда обратиться, чтобы сделать прививку от коронавируса. Мы давно хотели съездить в город, но мы полгода в саду живем. И поэтому то, что приехали, это вообще отлично. Вот, вообще отлично. Поэтому сразу бегом. Предварительная запись не требуется, достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Практику вакцинации в садовых товариществах расширяют по всей республике. А всем, кто поставит прививку, вручают сахар. График работы с 10 часов утра и до 6 часов вечера. Используется вакцина ГАМ-ковид-ВАК, более известная как Спутник Ви, двухкомпонентная. Здесь у нас находится морозильник, то есть для каждого вакцинирующегося вакцина размораживается и вводится. Без отрыва от производства вакцинация идет и на предприятиях республики. Более 1000 сотрудников НИФАЗа обезопасили себя от коронавируса, около половины на Полиэфе. По данным Минобразования Башкортостана, около половины преподавателей школ и воспитателей детских садов также привились. Кроме того, в республике заработал единый электронный лист ожидания вакцинации от COVID-19, который позволит поликлиникам в порядке очередности приглашать жителей на процедуры. Это сэкономит время. Его не нужно будет тратить на звонки, дорогу и поиски прививочных пунктов. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Сертификаты вакцинации с доставкой на дом, но без укола. В России расцветает новый вид нелегального бизнеса. В сети появляется все больше предложений о продаже справок без самой вакцинации. В документе, казалось бы, все как полагается. Печать больницы, подпись врача, есть даже якобы официальная отметка в госуслугах. Но стоит понимать, что липовая бумажка – это обман прежде всего самого себя. В республике уже возбуждены 2 уголовных дела за подобное мошенничество. Чем грозит покупка подделки, узнавала Айгуль Хатыпова. Пандемия коронавируса вместе с ограничениями привнесла в жизнь предприимчивых людей и новые возможности заработать. Сначала мошенники подделывали вот такие разрешения на выход из дома во время самоизоляции. Затем печатали результаты отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19. Теперь же делают липовые сертификаты о вакцинации и медотводы. Спрос рождает предложение. И раз где-то требуют предъявлять сертификаты о прививке, значит, где-то эти сертификаты будут подделывать и продавать. Удалось найти продавца сертификатов и в нашем городе. Вот, недавно созданный Инстаграм-аккаунт предлагает мне купить официальную бумажку с отметкой в госуслугах всего лишь за 10 тысяч. Придумываем легенду и пишем продавцу. Мужчина не только отвечает на вопросы, но еще и вселяет дополнительные сомнения к качеству прививки. Поддерживаю ваши опасения. Думаю, ни к чему хорошему данная прививка не приведет. И тут же подшучивает над страхами и неуверенностью в честности продаваемой им бумажки. Волков боятся в лес не ходить. Таковы реалии. Однако сам раскрывать свои карты не спешит. А есть вообще гарантии какие-то, не знаю, отзывы или хоть образец этой бумажки? Поймите, что отправлять вам сделанные сертификаты как пример, возможно, то же самое, что отправлять это дело полиции. У нас 7 врачей ПРБ, пока никого не приняли. Не теряя надежды, пытаемся выяснить, кто же все-таки будет ставить нам печать. Счетно. Все будет. Вы должны понимать, что я не могу вам заранее все сказать. Для своей же безопасности. Сейчас самая большая фабрика по производству липовых бумажек – интернет. Но так или иначе Роскомнадзор блокирует подобного рода сайты. А потому черный рынок сертификатов уходит в телеграм-каналы. В мессенджере диалог ведет реальный человек. Он и отвечает на все вопросы. В среднем цена бумажки варьируется от 4 до 15 тысяч. Оплаченный сертификат обещают доставить почтой или же курьерской службой. Если же вы вдруг усомнились в подлинности сертификата, продавец тут же пришлет отзывы и фотографии счастливых обладателей подделок. Работать можно, человек проверенный. От души, брат, еще обращусь. Самый классный и нормальный сервис. Очень удобные, ребята, вы красавчики. Желаю вам процветания и продолжайте работать так же. Да, все четко было, буду еще обращаться, если нужда будет.
Вот только нет никаких гарантий, что ваши деньги не пропадут в кармане обычного мошенника. К тому же сейчас в качестве наказания за использование липовой бумажки предусмотрены штрафы и принудительные работы. Для физического лица, которое приобрело подобного рода сертификат, который не является подлинным, и человек не вакцинировался, для него предусматривается административное наказание в виде штрафа при разных обстоятельствах, это либо 30, либо 40 тысяч рублей, но также уголовное наказание более серьезное, которое может повлечь за собой лишение свободы до 1 года. К слову, в Башкортостане уже возбудили 2 уголовных дела за подделку сертификатов о вакцинации. Задержан 20-летний уфимец. С помощью фотошопа ранее судимый молодой человек создавал липовые справки и продавал их в интернете за 4000 рублей. Еще одна задержанная – секретарь одной из городских поликлиник Стерлитамака. Вот только покупатели поддельного сертификата рискуют остаться не только без денег, но и могут оказаться за решеткой. Или еще чего хуже – в реанимации, прикованные к аппаратам ИВЛ. И что тогда грозит обладателям липовых бумажек, не расскажет ни юрист, ни полицейский. Айгуль Хатыпова, Эмиль Басареев и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. 3 года за 11 жизней в Абзалиловском районе вынесли приговор экс-руководителю пансионата для престарелых, где при пожаре погибли едва ли не все постояльцы. Теперь у 44-летней бизнес-вумен будет время обдумать, как нужно на самом деле ухаживать за пожилыми людьми. Впрочем, на чужих ошибках учиться не хотят. На неделе в Уфе за многочисленные нарушения, в том числе и пожарной безопасности, закрыли очередной частный пансионат с вселяющим надежду названием «Долголетие». На самом же деле созданные условия явно не нацелены продлить жизнь постояльцам. Пенсионеры спали на голых матрасах, не доедали и открыто жаловались на камеру. «Нам тут плохо». Наш корреспондент Радмир Азнабаев провел собственное расследование и выяснил, чем долголетие связано с другим печально известным пансионатом «Моя семья», где умирали люди. Не больно? Еще 2 недели назад Рамиля Ибрагимова была постояльцем частного пансионата с перспективным названием «Долголетие». Со слов родственников, женщину поместили туда пару месяцев назад, а сейчас за ней дома ухаживает невестка и внучка. До того, как попасть в учреждение, она могла самостоятельно сидеть и передвигаться, а сейчас просто лежит. Появились и новые пролежни, которые дошли до костей. Тревогу подняла невестка женщины, когда приехала проведать свою свекровь. Мы зашли, естественно, сразу, это запах мочи, запах вот этого, грязи, прям вот чувствуется грязь, немытость. Не пахло каким-то, я не знаю, едой, борщом, столовой. Там нету домашнего уюта. Там заходишь, как будто, вот я не знаю, как вот камеру пыток, Освенцим какой-то заходишь. Вам здесь плохо, что ли? Вы аж плачете? Плохо вам здесь? А вот как выглядит долголетие изнутри. Со слов Анатолия Стрельцова, пенсионер страдает от постоянных болей, но помощи нет. Благодаря реакции проверяющего прокурора, мужчина сразу же забрала дочь из другого города. Некоторые постояльцы лежали на голых матрасах, а кого-то запускали до такой степени, что даже месяцами не стригли постояльцам ногти. Да и рациону стариков не позавидуешь. Одна каша и сладкий чай. Вот из дома что приносит иногда, подкармливаем сами себя. Просто хотелось бы творог, сметана, вот такой молочный. Каша, хлеб, каша, хлеб, каша, хлеб. Пожарных выходов здесь нет, а значит, в случае возгорания путь один. Примечательно, но как раз на 2-м этаже и лежат неходячие пациенты. Как мы можем заметить, лестниц нет, но хотя бы окна не зарешечены. А в ответе за все это Лилия Васильева, директор частного учреждения. Бизнес семейный, ведь, как выяснилось, женщина является супругой руководителя другого скандально известного пансионата «Моя семья», где при загадочных обстоятельствах умирали люди. 2 филиала уже закрыты, а на директора заведены уголовные дела. Вы попали в такую же ситуацию, как и ваш муж. Он как-то делится опытом, может, что-то подсказывает? Нет, ему сейчас не до этого. Не до этого, там уголовные дела. Хозяйка пансионата рассказала, что уже уволила тех сиделок, которые якобы издевались над стариками. В персонале остались только самые стрессоустойчивые и добрые люди. Не кричите на них? Нет, это бывает так, слегка. Когда они, бывает, что-то натворят, так не это. Что они могут натворить? Или памперс оторвать там, или рвут, или, может, насать. Если деменция, смысл на них кричать? Деменция, да, но бесполезно все равно. Не понимает, а что делать?
Ну, иногда мы вообще не кричим на них. В ходе рейда Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, МЧС, Роспотребнадзор и прокуратура выявили множество нарушений. В судебном порядке надзорные органы добились приостановления деятельности изолятора для стариков, как его уже успели прозвать родственники постояльцев. Прокурором направлено ходатайство о принятии обеспечительных мер и приостановлении деятельности пансионата, а также эксплуатации жилого помещения. А вот в Абзелиловском районе за подобным учреждением не доследили. Итог: 11 заживо сгоревших пенсионеров. После чего даже свои полномочия сложил прокурор района. Официальной причиной того страшного пожара стала неисправная электропроводка, в результате чего на веранде пансионата загорелся обогреватель. На днях директора пансионата приговорили к 3 годам колонии общего режима. С приговором согласны? Приговор в законную силу пока не вступил. Будут ли обжаловать решение суда адвоката обвиняемой, пока неизвестно. Но дожидаться этапирования в колонию Расима Махиянова будет в Белорецком СИЗО номер 2. Радмир Азнабаев, Азамат Мухаммедшин, Булат Садриев и Рустам Галямов. Итоги недели. Внесенный Госсобранием Башкирии проект федерального закона, касающийся лицензирования домов престарелых, может быть рассмотрен Госдумой в октябре. Об этом, комментируя на своей странице в Facebook скандал с уфимским пансионатом для пожилых людей долголетия, сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев и выразил надежду на поддержку закона депутатов нового созыва Госдумы. Как заявил председатель Госсобрания, проблема ненадлежащего ухода и плохих условий в пансионатах отдельных недобросовестных предпринимателей кардинально не решится до тех пор, пока такие учреждения не выведут из тени. Они должны стать видимыми для государства. За руль под градусом всего за 2 дня сотрудники ГИБДД республики задержали и отстранили от управления транспортом 167 нетрезвых водителей. Масштабный рейд по выявлению грубых нарушителей проводится по всему региону. О проверках было объявлено заранее, но на сообщение внимания обратили не все. Мой коллега Азат Садриев выехал вместе со специальным взводом дорожно-патрульной службы, узнал самое популярное оправдание пьянки за рулем и почему некоторые шоферы оказались рады тому, что переболели коронавирусом. Вы в деревню зашли? Да, в деревню, прямо, никуда не сворачивай. Все, идем, зашли в деревню. Едва экипажи заехали в Давлекановский район, как тут же заметили подозрительную машину, которая при виде инспекторов решила скрыться. Но уйти от спецвзвода ДПС на внедорожниках не удалось. На удивление, водитель оказался трезвым, но без прав, забыл дома. Теперь придется оплатить не только штраф, но и ремонт машины. Как себя чувствуете, не пострадали? Нет, все хорошо. Какие планы на ближайший вечер? Домой ехать. А как? Сейчас попрошу. Стоило это того? Нет. А в Чешминском районе у жителей села Шингакуль сотрудники ДПС учуяли запах алкоголя. Сегодня употребляли алкоголь? Да, бутылку пива, крепленного, правда, крепкого. Дуйте, все достаточно. По словам мужчины, пиво он выпил утром, но прибор все равно выявил остатки алкоголя в крови. На момент освидетельствования водитель едва уложился в нормы. Говорит, что для него это урок до конца жизни. Ну и спасибо за урок, и спасибо, что меня это самое. Ну, повезло, что я водку сейчас не пью, поэтому еще вот как бы это не показало. А у меня после коронавируса нельзя, и у меня сердце начинает хватать. А этому сельчанину повезло меньше. Его остановили на проселочной дороге. В салоне УАЗика кроме него находились дети. Мужчина говорит, что ничего крепкого не употреблял. Тем не менее, пары алкоголя в выдыхаемом воздухе соответствуют выпитой чекушке водки. Честно скажите, что употребляете? Днем квас пил, кумыс. А вечером? Вечером ничего не пил, еще ужин только, еще не ужин не было. Квас забродивший, что ли, был? Не знаю. Главная задача инспекторов – не допустить роста печальной статистики. За 6 дней в Башкирии произошло 65 ДТП, в которых 6 человек погибли, 70 получили ранения. Эта неделя показала, что у нас дорожная обстановка очень сложная, очень много погибших, раненых, пьяные водители, лишенные. Значит, принято решение провести широкомасштабные профилактические мероприятия на предмет, в первую очередь, выявления грубых нарушений. В ходе рейдов инспекторы проводят выборочную проверку, но если водитель развернулся, увидев экипажа, то его точно догонят и остановят. Штраф нету просто? Нет. Так я права мои получил. А что развернулся, что не дает? Так деньги забыл, на заправку ехал. Да? Да.
В выходные профилактические мероприятия на дорогах республики проводятся по всему региону. Мы совместно со спецвзводом ДПС уже проехали Чешминский, Давлекановский районы. Сейчас дежурим в Альшевском, и рейд будет проводиться до утра. Рейды по выявлению нетрезвых шоферов проводили и местные инспекторы. Сотрудники Альшевского ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого оказался с признаками опьянения. Вместе с ним ехали жена и двое детей без специальных кресел. К тому же в салоне перевозился триммер, который в случае ДТП мог нанести увечья или стать причиной смерти людей. Ранее молодой человек уже привлекался за езду в нетрезвом виде и без водительских прав. Теперь за повторный проступок ему грозит уголовное наказание. Эфир был это, мыс. У дорожки что, пиво было, да? Мыса. Ранее вы попадались, да? Да, когда? я сидел 10 суток. За что? Ну, пьяный сел. С признаками опьянения попадались и автоледи, которые тоже перевозили детей. И если даже после экспертизы они любезно отказывались признавать свою вину, то некоторых мужчин успокоить было непросто. Отказываетесь от продавки? Конечно. Я тебе сейчас один раз хоть один раз ты умрешь. Понял, нет? Ты что делаешь, на? Успокойтесь. Страшно представить, чем могла закончиться поездка мужчины в таком состоянии. В ходе рейдов инспекторы выявили более 5000 правонарушений, отстранили от управления 167 нетрезвых водителей. И напоминают, впереди у жителей республики еще 2 выходных дня. Экипажи продолжат усиленное дежурство на дорогах Башкортостана. Давай. Азат Садриев, Владимир Шевчук, Виктор Демидов. Итоги недели. Полихачить на дорогах тоже не получится. В Башкирии на федеральных трассах установят 100 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Места их дислокации выбраны с учетом концентрации аварий. Поручение дал глава республики Ради Хабиров. Нарушение камера по сети сразу передают в Центр обработки данных, поэтому штрафы не заставят себя долго ждать. Комплексы снабжены грозозащитой, чтобы непогода не вывела технику из строя. Комплексы передислоцируются с имеющихся точек, где количество дорожно-транспортных происшествий уже приравнено к нулю, так сказать. С дорог местного значения, регионального значения переносим на дороги федерального значения. Дополнительно 32 камеры появятся на трассе М5, 20 комплексов будут вести наблюдение на магистрали М7, еще 7 установят на западном обходе Уфы. До 20 августа этого года все комплексы введут в эксплуатацию. Такие меры должны поубавить пыл лихачей, сильнее надавить на педаль газа. Первые нарушения установленные камеры фиксировать начали, и через несколько дней гонщикам уже придут письма счастья. 10-летний школьник, который лишился обеих рук в результате удара током, пришел в себя. Родственникам удалось поговорить с ним по телефону. Мальчик во время игры полез за мячом на электротрансформатор и получил мощнейший разряд в 10 тысяч вольт. Сегодня в Минздраве рассказали о состоянии ребенка. Подробности у моего коллеги. Дайджест событий недели от Эмиля Басареева. Ильназ Давлетов уже перенес 3 операции. В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что на следующей неделе планируется собрать консилиум с участием детского травматолога и протезиста, чтобы решить вопрос о дальнейшей тактике лечения. Протезы мальчику предоставят за счет государства, но для реабилитации требуется не менее полугода. ЧП произошло в деревне Болтаево. Предположительно, мальчик во время игры с друзьями залез на электротрансформатор, чтобы достать залетевший мяч, и получил удар током. Подстанция расположена у самой земли и не огорожена, поэтому залезть на нее ребенку не составило труда. Трагедией закончилась детская игра и в Ишимбайском районе. На 5-летнего мальчика упало бревно. В деревне из Кисякова дети играли возле сруба на окраине села. Предположительно, они забрались на постройку, и верхнее бревно свалилось на одного из мальчиков. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Кстати, в Следственном комитете по Башкортостану появилось абсолютно новое подразделение – отделение по расследованию особо важных дел о ятрогенных преступлениях. Термин означает действия медицинского работника, повлекшие смерть или причинение вреда здоровью пациента. Преступлениями в медицинской сфере занялись 3 следователя под руководством Рустема Шакирова, работавшего ранее в первом отделе по расследованию особо важных дел.
Очередной несчастный случай произошел на строящемся руднике «Юбилейный» в Кайбулинском районе. Под колесами автомобиля погиб 22-летний рабочий. Предположительно, машинист подземной самоходной машины на глубине 290 метров увидел самосвал, который ехал ему навстречу, не смог остановиться. Понимая, что столкновения не избежать, он выпрыгнул из машины и оказался под колесами собственного транспорта. Ранее при обрушении на этом же руднике погиб 53-летний машинист погрузочной техники. Начальника отдела полиции по Иглинскому району арестовали на 2 месяца. Высокопоставленный страж порядка подозревается в получении крупной взятки в 1,5 миллиона рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в подведомственном ему отделе. По версии следствия, действовал Ирик Халиков не напрямую, а через посредника, которого и задержали при передаче денежных средств. Впоследствии сыщики вышли и на начальника. Обвиняемого также подозревают в получении крупной суммы от своих коллег за помощь в продвижении по службе. В республике на сотрудника нацпарка едва не набросилась медведица с медвежатами. Автомобиль с работниками природного заповедника Башкирия, совершая поворот по узкой тропе, внезапно чуть было не столкнулся с семейством косолапых. Медведица намеревалась ринуться в сторону машины, однако что-то ее напугало, и животные разбежались в стороны. Сами сотрудники нацпарка сказали, что такое резкое движение в сторону УАЗа было лишь предупреждением со стороны хозяйки леса о том, что она готова наброситься, если авто сдвинется с места. В России на этой неделе стартовала программа студенческого туризма. В ней принимают участие 15 вузов страны, в том числе и Башкирский государственный университет. Там уже подготовились к встрече гостей и продумали насыщенный маршрут, который познакомит желающих с уникальной природой региона. Как выяснилось, не так много студентов еще знают о новых возможностях. И, к слову, обучающиеся республики на полном основании могут таким же образом устроить себе путешествие по всей России. Как это работает и, главное, сколько стоит, расскажет Артур Шамсуддинов. Блок гостиничного типа. Здесь представлены номера двухместные, трехместные. Здесь есть все удобства и условия. Можете посмотреть. Номер, конечно, не люксовый, но условия вполне неплохие. Комната студенческого общежития по наполнению может сойти за хостел, имея, правда, одно очень весомое преимущество. Сутки проживания здесь обойдутся всего в 20 рублей. Мы предоставляем 4-е общежитие, в котором есть все условия для комфортного проживания. Оно находится в историческом центре города, все рядом, можно гулять. Мы ребят кормим, у них есть все удобства. Питание – полный пансион, то есть включены завтрак, обед и ужин. Ну и самое главное – экскурсии. 6-дневная программа нацелена показать студентам из других регионов основные достопримечательности Башкортостана. Недавно в республике Башкортостан прошел блок-тур «Путешествуем по России», где одним из организаторов являлся Башкирский государственный университет. И нам, конечно же, хотелось посмотреть, насколько студентам-блогерам понравится этот маршрут, чтобы мы опробировали его. Блогерам очень маршрут понравился, и мы уверены, что сможем организовать прекрасное путешествие для студентов из других регионов. Благодаря разнообразию ландшафтов республику часто называют второй Швейцарией. И организаторы тура намерены показать, почему. Гостей познакомят с озерами, водопадами и пещерами, проведут по месту древнего океана, на котором сейчас возвышаются Шиханы, и помогут покорить горы и скалы. Ну а в самый первый вводный день запланировано знакомство со столицей республики. Для гостей из других регионов намерены организовать экскурсии по музеям, театрам и другим значимым местам Уфы. В программе десятки точек для того, чтобы у студентов осталось в памяти как можно больше ярких и приятных воспоминаний о Башкортостане. Примечательно, что в роли гидов выступят сами студенты из факультета туризма, которые, к слову, и разрабатывали маршрут. Подробнее с нашей программой можно ознакомиться на сайте программы. Мы надеемся, что наша республика понравится туристам, и они будут приезжать к нам не только в рамках программы. Программа студенческого туризма разработана по инициативе президента Владимира Путина. С 15 июля по 25 августа студенты смогут оставлять заявку на сайте studturism.rf и посещать любой из вузов-участников, расположенных в разных уголках страны. Всего к проекту присоединились 15 университетов, в их числе и Башкирский государственный. На сегодня в республику уже поступило более 2 десятков заявок. Причем даже вот интересно, что в принципе нет запретов, и любой студент из вуза в Уфе, допустим, нефтяного, авиационного, педагогического, тоже может принять участие в этой программе, и мы также ему проведем экскурсии по нашей республике.
В разных регионах программу и стоимость определяет вуз. В Башкортостане почти недельный заезд по самым красивым уголкам обойдется студенту в 10 тысяч рублей. Правда, в числе нюансов то, что пока Башкирский государственный университет подготовил всего 10 койко-мест для единовременного размещения. Впрочем, в вузе уже подумывают увеличить их количество, чтобы у большего числа людей была возможность не только открыть новые горизонты, но и набраться идей перед учебным годом. Артур Шамсудинов, Владимир Шевчук и Азалия Тувалева. Итоги недели. В Уфе запустили еще один не менее интересный проект, который поможет обрести верного друга. По задумке, ребят из многодетных семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут знакомить с животными из приютов. Так что выигрывают все. У детей появится больше ответственности, собаки получат уход. Не исключено, что кто-то из четырехлапых обретет свой дом. Спасая животных, спасаем детей. История, по сути, федеральная. Она объединила психологов и экологов. А сам проект, можно сказать, лечебный для души. Лилия Курбанова продолжит. Эта хрупкая девочка совсем не боится больших собак. Здоровяк по кличке Арчи выполняет больше 10 команд. И это несмотря на то, что Алиса забрала с приюта его уже взрослым. Большая собака — это, да, я понимаю, это большая ответственность, но все равно как-то их габариты, конечно, пугают людей немножко. Но все равно они, мне кажется, даже более умные, чем маленькие собаки. Алисе скоро исполнится 12 лет. По мнению психологов, как раз подростки, как никто другой, нуждаются в друге. В подростковом периоде очень ярко проявляются многие, скажем так, трудности, та проблематика, которая раньше была скрыта. Если ребенок просит животное, конкретно собаку, долго и настойчиво, неоднократно увидев там щеночка милого и возжелая вот иметь щеночка дома, чтобы потискать, а когда ребенок сосредоточен на этой мысли и из года в год, из месяца в месяц просит родителей: давайте собачку купим, заведем, на это надо обратить внимание. Это может быть сигналом к тому, что у ребенка попросту нет друзей. Его общение со сверстниками не удовлетворяет. Он чувствует себя одиноким. И общаясь с собакой, ребенок обретает этого друга. Подтверждение этим словам есть даже в детских мультфильмах. Например, малыш, который дружил с Карлсоном, был одинок и очень мечтал о хвостатом друге. Вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама. А у тебя, мама, есть папочка. А у меня никого нет. Никого. Даже собаки. В Уфе запускают проект «Спасая животных, спасаем детей». Акцию планируют распространить по стране. По задумке, мальчики и девочки из многодетных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации будут помогать собакам, которые с большой вероятностью сами помогут им. Так что главная идея во взаимности. Первая встреча в питомнике уже состоялась. Мы думаем в течение года возить сюда постоянно детей, их родителей. Они же, многие взрослые дети уже изъявляют желание быть волонтерами. И вот эти дети, которые с любовью будут ухаживать за этими питомцами, я думаю, как раз будет такой... Мы ожидаем, конечно, эффекта очень большого, потому что тут двойной эффект. Организатор приюта теперь еще и немного экопедагог. Для детей перед знакомством с бездомными животными инструкция поведения. Без резких движений, без крика и широкой жестикуляции. Иначе собака может почувствовать себя в опасности и начать защищаться. Ведь бояться могут и те, и другие. Здесь около 40 собак. Не пускают детей только к двоим. Это те, которых, видимо, человек обидел больше остальных. Например, вот сторожевой пес Гордей. Его бросили, привязав у входа одного из торговых комплексов. И, продолжая выполнять свои обязанности, он защищал двери от посетителей и не пускал никого в здание. Даже здесь он на входе и как бы охраняет своих сородичей. К съемочной группе через некоторое время Гордей уже, видимо, привык. Меньше лаял, но продолжал следить из своего угла. При этом сторожевые псы, по словам зоозащитника, который и организовал этот приют, все разные. Очень хорошая дисциплинированная собака, хорошо охраняет. Может быть, кто-то захочет видеть ее своей собакой, потому что она нуждается в хорошем хозяине. И очень дружелюбная. Очень дружелюбная. Мухтар, иди сюда, Мухтар. Вообще совершенно не агрессивная.
Присоединиться к акции «Спасая животных, спасаем детей» могут все желающие. Для этого можно связаться с организаторами. По сути, это просто посредники. Главное тут сами участники – дети и животные, которых, возможно, в чем-то обидели взрослые. Лилия Курбанова, Римзат Билалов. Итоги недели. Квартиры под 1% – это вполне реально. Нет, это не сельская ипотека, но жить и работать нужно действительно вдали от города. В Ермекеевском районе 24 семьи получили квартиру по программе развития сельских территорий. Четырехэтажная новостройка – один из самых крупных объектов в России, возведенных для предоставления жилья по договорам найма. Оформить жилплощадь в собственность новоселы смогут за 1% ее стоимости. Что для этого нужно сделать, расскажет моя коллега Айгуль Хатипова. Только что обратно не убежал. Первым новое владение обнюхивает Мейсон. В квартиру Гузель Хазиева заселяется согласно традициям. Сначала за порог переступает кот, а уже затем его хозяйка. Это мой друг Мейсон. Мейсон. Ну уж англичан тоже должен назвать. Везде с ним. Никак уж. Из Туймазов в Ермекеевский район Гузель Хазиева приехала 3 года назад работать учителем английского языка. Приходилось снимать квартиру. На это и уходила львиная часть зарплаты. Теперь же, благодаря федеральной программе, обрела свои квадратные метры. Какой же родитель не рад такому событию? Жилье – это самое важное. Бывает, всю жизнь за жилье работаем. Чтобы, например, приобрести жилье, большие денежные средства нужны. Мы, конечно, очень благодарны администрации Ермекеевского района. Отмечает новоселье и семья Идрисовых. Они получили заветные ключи от 3-комнатной квартиры. Ждали эту квартиру, долго ходили по съемным квартирам. Вот, наконец-то дождались. Честно говоря, не рассчитывали на такую квартиру, что с таким ремонтом все, что и надо, есть в квартире. Рядом садик, школа, все удобства для... Все квартиры оборудованы необходимой сантехникой и готовы для проживания. И все это благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». По истечении 5 лет трудовой деятельности новоселы смогут выкупить жилье за 10% от расчетной стоимости, а через 10 лет квартира обойдется уже за 1% от изначальной цены. Такая мера поддержки помогает привлекать в село молодых специалистов. Если вот такая программа, конечно, они будут приезжать. Конечно, у них комфортные условия, рабочее место, если будет, хорошую заработную плату будут получать. И вот такие квартиры будут, молодежь заинтересована, других районов, других республик спрашивает вот этим строительством. Вот этой программой. В этом году весной на территории района началось строительство еще 5 двухквартирных домов. Стоимость проекта превышает 21 миллион рублей. Но деньги на возведение жилья идут не только из федерального и регионального бюджета. Вкладываются и местные сельхозпроизводители. Порядка 20% стоимости жилья оплатили предприниматели. Буквально за месяц строители уложили фундамент и подняли стены дома. Жить здесь будут 2 семьи. Каждая получит по 70 квадратов жилплощади и 20 соток земли. Кстати, в планировке здания не предусмотрены боковые окна. Так что при желании владельцы квартиры смогут расширить свои апартаменты. Знаем, для кого строим и для чего. Как бы это родной район. И мы не чужие люди. Не построили, уехали. И гарантийные обязательства свои тоже знаем. Поэтому строим качественно. Для своих же односельчан. Сложности только одни: изменение цен на строительные, повышение цен на строительные материалы. И в связи с этим у нас договора заключены на определенную сумму, а повышение цен ведет к снижению маржинальности. Ермекеевский район – один из самых активных участников государственной программы развития сельских территорий. Помимо строительства домов, в муниципалитете заботятся и об инфраструктуре. Так, к деревне Талды-Булак построили мост и проложили 4 километра дороги стоимостью более 80 миллионов рублей. Айгуль Хатипова, Ринат Кашапов. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам продолжения выходных. Берегите себя. До встречи в эфире.